А знаете ли вы, что в Библии нигде не сказано, что Ева сорвала яблоко? В Священном Писании на самом деле нет упоминания, что запретным плодом в Эдемском саду было именно яблоко. В тексте говорится просто о плоде. Символ яблока имеет более позднее представление, и появился он совершенно случайно. Так что же действительно написано в Священном Писании? Давайте разбираться. В книге «Бытие», где описано грехопадение Адама и Евы, сказано, что они вкусили плод с древа познания добра и зла. Все. Ни названия, ни описания, ни даже намека на яблоко. Просто плод. Так что с тем же успехом это могут быть и гранат, или, скажем, персик. Глава 3, стих 6 книги «Бытия» гласит: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и взяла плодов его». Так откуда же взялось яблоко? Все дело в латинском языке. На латыни слово «яблоко» переводится как «малум», но также слово «малум» на латыни означает «зло». Это слово, по сути, является омографом. И когда Священное Писание переводили на латынь, фраза «плод древа познания добра и зла» стала звучать как «малум». Впоследствии художники, живописцы и скульпторы Средневековья начали обозначать это в своих работах. Так и появился образ, где Ева держит именно яблоко, а не что-то другое. Но суть этой истории не в плоде. Неважно, было это яблоко, и виноград или инжир. Главный смысл – непослушание Богу. Адам и Ева нарушили заповедь. Именно это и стало настоящим оплотом грехопадения. Так что, если быть точным, Ева сорвала вовсе не яблоко, а плод выбора между послушанием и дерзостью. А яблоко – просто красивый символ, который прижился, но в Библии его нет. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше о трактовках Священного Писания.